Чем круче джип, тем дальше идти за трактором. Так говорят люди, которые никогда не ездили на настоящих внедорожниках. Поэтому в нашем обзоре вы не встретите BMW, Audi или Mercedes. С понтами заехать на бордюр — это одно, а внедорожник — совсем другое. При составлении рейтинга учитывалось соотношение проходимости, надежности и комфорта. При этом надежность и внедорожные качества прежде всего. Но, как вы понимаете, трактор DT75 нельзя назвать комфортным. Поэтому мы говорим исключительно о машинах на каждый день. По принципу и девочку не стыдно разложить, и через речку с кайфом переехать. 10 место. Говорят, Mitsubishi под окнами — горе в семье. И отчасти это правда, но только если речь не идет о паджериках второго поколения. Вообще эту машину назвали в честь аргентинского леопарда. Однако, например, по-испански паджеро значит анонист. И это справедливо для третьего и четвертого поколения данной марки. Но мы говорим о паджериках, сделанных в период с 91 по 99 год. Это настоящие джипы. Рама, блокировка, невероятно ресурсная подвеска. Особенно в сочетании с дизельным мотором 4D63. Кстати, для внутреннего рынка паджерики до сих пор идут с этими моторами. В настоящее время такую машину можно вполне купить за 400-500 тысяч, причем в хорошем состоянии. На мой взгляд, это гораздо интереснее, чем это. 9 место. Grand Cherokee. В чем прелесть этой машины? Я не знаю, но она большая, мощная и американская. Шатать ее можно долго, и не факт, что получится. Из минусов высокий транспортный налог и расходы на топливо. 8 место. Еще один зверек от компании Chrysler. Джип Wrangler. Самый породистый джип из всех. По сути, это потомок Виллиса, который в рекламе не нуждается. Тачка для конченых отморозков и для реальных ценителей жанра. Салон моется из шланга. Движок ремонтируется при помощи булыжника. 7 место. Land Rover Defender. Их делали с 48 года, а в 2016 с конвейера вышел последний, Защитник. Это была единственная по-настоящему надежная машина из Англии. Финита ля комедия. 6 место. Isuzu Bighorn или Trooper. Хотя этот внедорожник имел целую кучу разных названий. Его делали вплоть до 2003 года. Крепкий, брутальный, немного нелепый, но тем не менее очень крутой аппарат. На Дальнем Востоке до сих пор можно найти живые экземпляры. 5 место. Nissan Terrano. Но не тот овощ, который сейчас носит это гордое имя, а настоящий, легендарный Тираник в 21-м кузове. Для европейского рынка он назывался Pathfinder, то есть следопыт. Особую ценность представлял дизель TD27 с турбиной и шестереночным приводом ГРМ. Чистый миллионник, который вошел в историю как один из самых надежных моторов. Чтобы ушатать такую машину, нужно очень хорошо постараться. Тем не менее, в центральной части России практически не осталось живых экспонатов. 4 место. Toyota Surf или 4Runner. Это еще один случай, когда думаешь, ну зачем их перестали делать. Сурфак, он и есть сурфак. 3 место. Ford Bronco. Этого монстра выпускали ровно 30 лет. Им можно расчищать снег, как на бульдозере, и таскать за собой КАМАЗы. Поистине удивительная машина для тех, кто понимает смысл в оффроаде. 2 место. Nissan Patrol или Safari. Двигатель TD42, неубиваемый мотор. Мега надежная машина. При этом ее современные версии по качеству не уступают тем самым сафарям, что делали в 90-х. Patrol, возможно, последний внедорожник, выпускаемый до сих пор. 1 место. УАЗик Патриот. Да какой в жопу УАЗик Патриот? Конечно, крузак. Автомобили марки Toyota Land Cruiser выпускаются с 1951 года, но нас интересует самый легендарный, 80-й кузов. За всю историю автопрома не было и вряд ли уже будет когда-нибудь сделана столь невероятная машина. Кукурузер — гремучая смесь комфорта, надежности и внедорожных качеств. Начни Toyota выпускать эту тачку сейчас, весь остальной рынок в этом сегменте просто обрушится. 80-й крузак — лучший джип всех времен и народов. До встречи и не покупайте современное говно.